Оноре де Бальзак. Люди, которые изменили мир. Доброго всем здоровья. Историю человечества пишут люди, которые изменили мир. Оноре де Бальзак, французский писатель и один из лучших прозаиков. Биография основоположника реализма схожа с сюжетами собственных произведений. Бурные приключения, загадочные обстоятельства, сложности и яркие достижения. 20 мая 1799 года во Франции, город Тур, в простой семье родился ребенок, который впоследствии стал отцом натуралистического романа. Отец, Бернар Франсуа Бальса, имел юридическое образование, занимался бизнесом, перепродавая земли нищих и разорившихся дворян. Мать Оноре, Анна Шарлотта Лауре Саламбье, имела аристократические корни и была на 30 лет, обожала жизнь, веселье, свободу и мужчин. Любовные связи не скрывала от супруга. У Анны появился внебрачный ребенок, к которому она стала проявлять больше заботы, чем к будущему писателю. Уход за Онорой лежал на кормилице, а после мальчика отправили жить в пансионат. Детство романиста сложно назвать добрым и светлым. Пережитые проблемы и стрессы позже проявились в его работах. В 12 лет Оноре де Бальзак написал первое детское произведение, над которым посмеялись одноклассники. Маленький писатель читал книги французских классиков, сочинял стихи, пьесы. К сожалению, его детские рукописи сохранить не удалось. Школьные преподаватели запрещали ребенку литературно развиваться. А однажды на глазах у Оноры было сожжено одно из его первых сочинений – «Трактат о воле». Трудности, связанные с общением среди сверстников и учителями, недостаток внимания послужили появлению у мальчика заболевания. В возрасте 14 лет семья забрала тяжело больного подростка домой. Шансов на выздоровление у него не оставалось практически. В таком возрасте он провел несколько лет, но позже все-таки выздоровел. В первых работах Бальзак пытался следовать литературной моде, писал о любви, занимался издательской деятельностью, но неудачно. На последующие труды писателя повлияли книги Вальтера Скотта, написанные в духе исторического романтизма. Тогда, а это период 1820-30-е годы, писатель использовали всего два основных жанра. Романтизм личности, направленный на героические достижения, например, книга Робинзон Крузо. Жизнь и проблемы героя романа, связанные с его одиночеством. Перечитывая произведения успешных писателей, Бальзак решил отойти от романа личности, найти нечто новое. В главной роли его произведений стала выступать не героическая личность, а общество в целом. В этом случае современное буржуазное общество его родного государства. В 1834 году Оноре создает произведение, направленное на показ картины нравов того времени, и работает над ним на протяжении всей жизни. Книга впоследствии получила название «Человеческая комедия». Идеей Бальзака было создание художественной философской истории Франции, то есть такой стала его страна, которая пережила революцию. Литературное издание состоит из нескольких частей, включающих список различных сочинений. Это этюды о нравах, 6 отделов, философские исследования, 22 произведения, аналитические исследования, 1 произведение вместо 5 задуманных автором. Эту книгу можно смело называть шедевром. В ней описаны простые люди, отмечены профессии героев произведений и их роль в обществе. Человеческая комедия, наполнена невыдуманными фактами, все из жизни, все о человеческом сердце. Произведение Оноре де Бальзак окончательно сформировал жизненные позиции в области творчества после написания следующих произведений. Гобсек, 1830 год. Изначально сочинение имело другое название – «Опасности беспутства». Здесь ярко отображены качества, жадность, алчность, а также влияние на судьбу героев. «Шагреневая кожа», 1831 год. Это произведение принесло писателю успех. Книга проникнута романтическими и философскими аспектами. В ней детально описаны жизненные вопросы и возможности пути решения. «30-летняя женщина», 1842 год. Главная героиня писателя, обладая далеко не лучшими свойствами в характере, ведет осуждающую с точки зрения общества жизнь, чем указывает читателям на ошибки, которые разрушительно влияют на других людей. Здесь Бальзак мудро излагает мысли о человеческой сущности. «Утраченные иллюзии» опубликовано в 3 частях 1836-1842 года. В данной книге Оноре, как всегда, сумел подойти к каждой детали, создав картину нравственной жизни французских граждан. Ярко отображены в произведении эгоизм человека, страсть к власти, богатство, самоуверенность.
«Блеск и нищета куртизанок», 1838-47 года. Этот роман не о жизни парижских куртизанок, как изначально видится в ее названии, а о борьбе светского и уголовного общества. Еще один гениальный труд, вошедший в многотомник человеческой комедии. Творчество и биография Оноре де Бальзака входит в число обязательных для изучения материалов в школах стран мира согласно общеобразовательной программе. Личная жизнь. В личной жизни великого Оноре де Бальзака можно написать отдельный роман, назвать которым «Счастливый», к сожалению, не получается. В детстве маленький писатель недополучил материнской любви и сознательную жизнь искал в других женщинах заботу, внимание, нежность. Он часто влюблялся в дамочек гораздо старше себя по возрасту. Великий писатель XIX века не был красавцем, но имел изысканное красноречие, обаяние. Умел покорять заносчивых барышень в простом монологе одной только репликой. Его первой женщиной стала госпожа Лора де Брени. Ей было 40 лет. Юному Оноре она годилась в матери и, пожалуй, сумела ее заменить, став верной подругой и советчицей. После разрыва их романа бывшие любовники сохраняли дружеские отношения, поддерживали переписку до самой смерти. Когда писатель достиг успеха у читателей, он стал получать сотни писем от разных женщин. И однажды Бальзак натолкнулся на очерк загадочной девушки, восхищенной талантом гения. Ее последующие письма оказались явным признанием в любви. Некоторое время Оноре переписывался с чужестранкой, после они встретились в Швейцарии. Дама оказалась замужем, что ничуть не смутило писателя. Незнакомку звали Эвелиной Ганской. Она была умна, красива, молода, 32 года. И сразу понравилась литератору. После Бальзак присвоил женщине титул главной любви своей жизни. Влюбленные редко виделись, но часто переписывались, строили планы на будущее, так как муж Эвелины был на 17 лет старше и в любой момент мог уйти из жизни. Имея искреннюю любовь в сердце к Ганской, писатель не удерживал себя от ухаживания за другими женщинами. Когда муж Ганской скончался, Эвелина оттолкнула Бальзака, ведь свадьба с французом грозила ей разлукой с дочерью Анной, но через несколько месяцев пригласила в Россию, место проживания Ганской. Только через 17 лет после своего знакомства пара обвенчалась. Это было в 1850 году. Оноре тогда находился в возрасте 51 года и был самым счастливым, по его мнению, человеком на свете, но прожить супружескую жизнь им не удалось. Талантливый писатель мог умереть еще в 43-летнем возрасте, когда его начали одолевать различные заболевания. Но благодаря желанию любить и быть любимым Эвелиной он держался. Буквально сразу после свадьбы Ганская превратилась в сиделку. Врачи поставили Оноре де Бальзаку страшный диагноз – гипертрофия сердца. Писатель не мог ходить, писать и даже читать книги. Женщина не покидала супруга, желая наполнить последние дни его покоем, заботой и любовью. 18 августа 1850 года Бальзак скончался. После себя он оставил жене незавидное наследство, огромные долги. Эвелина продала все свое имущество в России, чтобы с ним расплатиться, и отправилась с дочерью в Париж. Там вдова оформила опекунство над матерью, прозаика, и оставшиеся 30 лет жизни посвятила увековечению произведений своего возлюбленного. Итак, люди, которые изменили мир. Оноре де Бальзак. Сегодня мы отмечаем день рождения этого великого человека мира. Счастья всем, здоровья, благополучия. До скорых встреч.